Запад готовит уже шестой пакет санкций в отношении России. Как же чувствуют себя местные производители в условиях санкций и импортозамещения? Итак, продукция «Молочный дождик» уже давно пользуется популярностью у жителей столицы и близлежащих районов. Якутский гормолзавод – это почти столетняя история развития производства важнейших продуктов питания в суровых условиях Севера. Безусловно, в той или иной мере экономические санкции отразились на работе и этого предприятия. Однако на текущий момент ситуация выравнивается. Положение более-менее нормализируется. Понятно было, непонятно первые недели. Сейчас, в общем-то, уже начали образовываться товаропроводимые цепочки, логистические цепочки. И на данный момент особых каких-то трудностей, или каких-то кардинальных переживаний мы не испытываем. Выполняем свое дело, делаем свою работу. Вопросы с основным нашим сырьем, упаковкой отработаны почти на 100%. Перебоев с поставками и производством мы не ожидаем, не планируем. А это значит, что жители не только Якутска и близлежащих районов, но и населенных пунктов арктической зоны, куда продукция гормолзавода поставляется по договору с Якутопторгом, всегда смогут найти на прилавках магазинов натуральную и свежую продукцию. В день производим по заявке отдела сбыта порядка 40 до 60 тонн бывает в день. По заявке только работаем. Я бы сказала, что вся продукция у нас качество отличное, все свежее. Из натурального молока льем питьевое молоко. Сейчас, потом будем с мая делать уже сыр. Все из натурального молока будет сыр наш. И даже несмотря на то, что в производстве используется оборудование иностранного производства, техническое обслуживание которого стало более затратным, это никак не отразится как на качестве выпускаемой продукции, так и на ее доступности. На самом деле импортная составляющая как была, так она и остается, просто поменялась немножко логистическая цепочка. И, в принципе, все те же самые запчасти на шведские машины Тетрапак мы получаем теперь через Стамбул, а не напрямую в Россию. Все фирмы, все контрагенты, конечно, закладывают курсовую разницу, курсовые риски, и поэтому цена пока достаточно на высоком уровне находится. Но мы складываем свою себестоимость и в этом году не планируем повышения цены. Более того, даже в такое непростое время столичный гормолзавод ставит перед собой самые смелые планы по расширению присутствия на рынке молочных продуктов нашей республики. Внутри республики у нас очень большое отчаяние есть. Мы хотим добежать до Нерюнгри, добежать до Алдана. Это города с более-менее крупным населением. Это разные абсолютно рынки. Одно дело продукт, который выпускает завод, другое дело продукт, который выпускает частник. Это абсолютно, скажем так, разные сегменты, и конкуренции здесь абсолютно никакой нет. Безусловно, местное значит натуральное и вкусное. Именно такими принципами руководствуются практически все местные производители продуктов нашего региона. Нерюнгринская птицефабрика, Хатасский свинокомплекс, кладовая Лёкмы, конезавод Берте, экоферма Туймада, производственный комбинат Туймада и столичный крестьянский рынок. Все эти предприятия объединяет одно. Каждая из них является важной частью большого агрохолдинга Туймада, который предлагает жителям республики вкусный и полезный продукт. Ассортимент нашей выпускаемой продукции – это более 100 видов наименований продукции. Все сырье у нас является местным, натуральным, экологически чистым. У нас основные поставщики, получается, сырье Нерюнгринской птицефабрики, Хатасского свинокомплекса и экофермы Туймады. Комбинат был создан в 2020 году. Основные виды деятельности – это мясная переработка, молочная переработка и овощная переработка, которая носит сезонный характер с октября по декабрь. Главным преимуществом является полный производственный цикл, благодаря чему предприятие функционирует практически не оглядываясь на экономические санкции. Эти санкции на нас отразились. Это, во-первых, удорожание цен на вспомогательное сырье, те же самые упаковки, специи, так скажем, дезинфицирующие средства и так далее. Мы ищем от импорта замещения российские аналоги. Это, во-первых, конечно, цена и качество. Мы эти вопросы прорабатываем. Агрохолдинг Туймада – это замкнутый цикл производства, начиная от растениеводства, кормопроизводства, животноводства и заканчивая, конечно же, нами, это переработчиками.
И если цех мясной переработки – это полуфабрикаты, такие как пельмени, котлеты, шашлык в маринаде и многое другое, то цех молочной переработки – это кисломолочные продукты, натуральное молоко, высокожирные сливки, йогурты с фруктовым наполнителем, обезжиренный кефир и не только. Мы сейчас начали реализовать молоко питьевое в сыром виде, получается, свежее молоко. То есть вчера выдоили, сегодня уже как бы в прилавках она уже находится. Сейчас люди только узнают, получается, только привыкают, и с каждым месяцем, получается, у нас объем увеличивается значительно. То есть люди не покупают там восстановленное молоко, люди сейчас начали думать о правильном питании, о здоровом питании. Перед попаданием на прилавок вся продукция, естественно, проходит строжайший лабораторный контроль. Ну а что касается планов, то, несмотря на экономическую ситуацию, планов у производственного комбината множество. С каждым годом у нас планы все повышаются. Это вот, начиная с 2020 года мы производство увеличили практически в 3 раза. В этом году тоже наращиваем, хотим еще больше развиваться. Хотим открыть колбасные цеха. Помимо этого, у нас вот именно в части продукции у нас горожане очень радуются, то, что у нас натуральная местная продукция, без никаких консервантов, без никаких добавок. Это, так сказать, составляет именно продовольственную безопасность нашего города и республики в том числе. Ну а это, согласитесь, очень важный момент. Между тем, несмотря на санкционное давление Запада, развитие овощеводства в регионе – одна из главных задач круглогодичного комплекса «Саюри». Кто это, якутянам объяснять не приходится. В последние годы свежие помидоры и огурцы даже в зимнее время стали любимым местным лакомством для горожан. В томатном блоке тепличного комплекса снимают помидоры 3 раза в неделю. Работа сложная, ведь помимо сбора это посадка, а также уход за томатами 11 месяцев в году. Зато горожане имеют возможность есть местные овощи круглогодично. В понедельник собрали, и за ночь они уже поспевшие, на завтрашний день они уже поступают по магазинам. Мы вот эту теплицу посадили в июле 2021 года. Выносить мы ее будем в июне 2022 года. И, соответственно, рассаду высаживать уже тоже опять в июле. Сбор в среднем от тонны до 1,5 тонн за раз. За один раз. Огуречный блок номер 5 в прошлом году стал рекордсменом по количеству собранного урожая. За сезон он выдал 250 тонн огурцов. К слову, такие показатели имеют не все коллеги даже по центральной России, где климат намного лучше. На такие итоги влияют в том числе и современные технологии, которые внедряются в комплексе. Помимо натриевых ламп, в блоках теплицы с прошлого года начали устанавливать светодиодные лампы. Это ноу-хау от «Саюри», которое позволило увеличить урожайность до 30%. С начала года и по 1 мая мы собрали порядка 850 тонн продукции. Также планируем в этом году собрать в районе 2600 тонн продукции. Это в целом томат, огурец, зеленые культуры. Безусловно, в той или иной мере экономические санкции отразились на работе и этого предприятия. К примеру, на закупке голландских семян. Но руководство комплекса ищет новые подходы в работе. Мы сейчас ищем аналоги российской разработки. Они есть, мы об этом знаем. И в скором времени мы начнем их применять. Всячески поддерживает «Саюри» и правительство региона. Субсидии за понесенные затраты на строительство 3-го комплекса, на закупку спецоборудования – все это немаловажно в новых реалиях. Ну а руководство комплекса смотрит на будущее с оптимизмом. Я считаю, что ничего нам не помешает, никаких таких глобальных сложностей, на мой взгляд, нет. И я считаю, что мы все это преодолеем и всего добьемся. Тем временем еще один местный производитель, ФПК «Якутия», предлагает своим покупателям продукцию, которая пользуется большим спросом у якутян. Популярность колы и энергетика в разы возросла после повышения цен на зарубежную аналогичную продукцию. Отличительной чертой напитков ФПК «Якутия» является то, что все они изготовлены на артезианской воде из подземного озера. Уникальной особенностью тонизирующего напитка ЕС является вещество эпсорин, полученное из пантов северного оленя. Это совместная разработка с Институтом биологических проблем криолитозоны при Российской академии наук. Также популярны различные чаи и квас. Санкции, конечно, не прошли бесследно для крупного предприятия, но задел на будущее есть.
Продажи с каждым годом у нас растут, да, то есть лайки у нас в прошлом году мы выросли в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. В этом году мы еще больше выросли. Вот, то есть, соответственно, мы идем только вперед, надеемся на дальнейшее сотрудничество со всеми магазинами нашего города и не только, потому что заинтересованы очень районы и улусы нашей республики. Также уже интересуются у нас другие регионы по России. Вот, поэтому будем настраивать логистику и готовы к дальнейшей работе со всеми. Тем временем в Алекминске 20-летний юбилей отметила пекарня «Мираж». 20 лет – серьезная цифра. Важно и то, что коллектив готов к новым задачам, в том числе и замещению по ряду позиций хлебобулочных и кондитерских изделий. Начинали скромно, с 200 булок, сейчас производят 5000 в день, рассказывает владелец бизнеса. Ну а важность поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны государства в это сложное для экономики время отмечают и в районе. Тем более, что предприятие сегодня – это реальная опора для жителей. Что глава республики в совещании с главами районов тоже на это акцентировал внимание о поддержке малого и среднего бизнеса. Непростые времена грядут, но тем не менее, как сказал Арсений Сергеевич, оно дает и новые возможности. Это работа с местными производителями, ориентирование на внутренние рынки. Перспективы и возможности есть, убежден владелец производства. И в этой отрасли есть свои ниши, которые можно будет занять. Но на следующий год в планах отстроить новую пекарню, ну а это говорит о многом. Если рынок просит, оно всегда, святое место пусто не бывает, да, и мы точно будем знать, что есть необходимость, мы можем предоставить, в принципе, все, что связано с кондитеркой, с хлебопечением, это вообще не вопрос. Просто на это нужно, я не говорю, что даже годы, буквально полгода, если мы любую нишу закроем. Тем временем увеличить производство в 10 раз за 4 года. Такую цель ставит местное предприятие Мархинский племенной свинокомплекс «Сибирь». По словам главы компании, несмотря на наложенные санкции и вынужденное увеличение цен на мясную продукцию, сегодня предприятие уверенно набирает обороты и расширяет производство. Во многом свинокомплексу помогают антикризисные субсидии государства. Кроме того, совсем скоро компания расширит и ассортимент продукции. Как утверждает предприниматель Денис Савостин, кризис – это время возможностей. И сейчас с выходом с российского рынка зарубежной продукции местные производители наконец-то могут занять освободившуюся нишу. У нас есть множество местных сельхозпроизводителей, которые делают замечательные сыры, которые делают молочную продукцию. Мы можем делать свою колбасу, да, можем делать мясные деликатесы. У нас умеют шить одежду, то есть какие проблемы? То есть это как раз очень классное время для людей, которые хотят в своей жизни что-то изменить, чего-то достигнуть. Текущую экономическую ситуацию промышленные предприятия региона встретили во всеоружии и сумели быстро перестроить свое производство. А значит, горожане и жители республики по-прежнему будут обеспечены местными, натуральными и полезными продуктами.